Программа мероприятия насыщенная и трогательная. Для собравшихся звучат патриотические песни и стихи, которые подчеркивают глубокое уважение к государственному символу и любовь к родине. Матушка земля, белая белёночка, для меня святая Русь, я любит занозонька. В рамках праздника для гостей подготовили небольшую акцию под названием «Цвета Родины». Зрителям раздали буклеты с информацией о российском триколоре, его истории и символике, а также ленты с цветами национального флага. Это дало возможность каждому почувствовать причастность к великой традиции. На торжестве присутствовали ребята из движения первых, а также юноармейцы, молодежь, которая активно участвует в патриотическом воспитании и общественной жизни. Их участие добавило свежести и энергии событию, а также подчеркнуло важность передачи исторических ценностей новым поколениям. Праздник государственного флага мы празднуем каждый год, 22 августа. И я думаю, что надо почаще так собираться и праздновать такие торжественные мероприятия. Мероприятие не только напоминает о значении российского флага, но и объединяет людей разных возрастов вокруг идеи патриотизма и национальной гордости. В Плиеве этот праздник получился душевным и вдохновляющим. Очень важно проводить такие мероприятия в целях военно-патриотического воспитания нашего поколения будущего, чтобы они любили, ценили, уважали эту родину и были верны своей отчизне. Российский триколор появился в конце 17 века при царе Алексее Михайловиче и стал широко использоваться при Петре I для морского флота. После революции 1917 года был заменен красным флагом Советского Союза. Возрождение бело-сине-красного символа произошло в 1991 году, когда он был официально восстановлен как государственное трехцветное полотно Российской Федерации. Адам Гуражев, Хасан Евлоев, Магаз 24.